Михаил Николаевич, хочу от всех зрителей Самана ТВ, интернет-вещания, хочу поздравить вас с днем вашего рождения, 85-летие. Это отличный возраст. О вашем наследии мне показалось, что ваши труды укладываются, как ни странно, на 3 китах. Ну, 3 кита – это древнее, так сказать, мирообразование, когда люди думали, что весь земной шар на 3 китах. И ваши труды как раз-таки на 3 китах основываются. Прав я? Видимо, прав, да. За долгие годы воспитали, наверное, многих начинающих писателей, краеведов, поэтов, ученики. Были, наверное? Да, были. Что интересно, только вот в эти годы стали признаваться, что они считают себя моими учениками. Были, конечно, очень хорошие ученики, которые потом ушли в другую сторону из-за того, что финансовый вопрос не решается. Но есть ученики, которые продолжают мое дело. Вот очень интересная встреча была недавно в Казани. Интеллигенция татарская, чувашская интеллигенция собралась. Вот они вопросы, очень интересные вопросы задавали, онлайн показывали, более 58 тысяч человек смотрели. Это очень интересно. И я тогда убедился, что есть последователи, есть ученики, которые идут и продолжают мною начатое дело. Что скрывать? Вот сейчас скоро мы будем праздновать День чувашского языка. Да. Ведь впервые День чувашского языка – это моя идея. Мы провели под моим руководством в селе Чуваш-Касы Ульяновской области. Почему именно в этой деревне? Потому что эта деревня в свое время уходила в небытие. Они принимали ислам, уходили в татары. Но вот Яковлев, узнав об этом, значит, и даже название села изменили. Яковлев, узнав об этом, приезжает в это село со своим студентом, со своим учеником и открывает в этой деревне школу. И эта школа помогла вернуться народу обратно в чувашское лоно. И свое название села они изменили, назвали Чуваш-Касы. И вот мы здесь в 1987 году впервые провели День чувашского языка, День чувашской культуры. Потом в следующий год мы провели такой же праздник в деревне, откуда родом, на Кушке, откуда родом Иван Яковлевич Яковлев. Вот, 3 года назад здесь было большое мероприятие, приезжал учитель из этой деревни, прямо при людях рассказывал. Впервые осознали мы, что Иван Яковлевич Яковлев, великий просветитель, наш великий земляк, именно благодаря Михаилу Николаевичу сказал. Когда я выступал, рассказывал, кто такой Иван Яковлевич Яковлев, какое значение имеет для нашего народа. И вот я смотрю на людей, у них глаза такие удивленные, смотрят друг на друга. Потом один молодой человек встает и говорит: а вы вот рассказываете, это же великий человек, из какой деревни он? Вот честное слово, вот так спрашивают. Я говорю: из вашей деревни. Неужели не знаете? Вот до того забито было и забыто или забито было просветительская деятельность в нашем народе. И что интересно, когда мы учились в пединституте, при Хрущеве эта мода пошла с 1 класса учить на русском языке, и одним из инициаторов учить чувашских детей с 1 класса на русском языке был некий Иванов, учитель школы из Коннакушки. Напечатал в газете, в чувашской газете, которая выходила в Казани, что надо учить детей с 1 класса на русском языке. Мы, студенты, против этого написали статью. Вот, ну а с тех пор изменилась как-то вот эта ситуация такая? Конечно, изменилась. После, вот, и сейчас, как на Кушке, это настоящая деревня-музей, село-музей. Меня это радует. Вот это мои книги о Яковлеве. Я ведь о Яковлеве почему писал?
мне хотелось, чтобы весь мир осознал, что это великий человек. По сути, таких великих людей наберутся несколько десятков во всем мире, наверное. Я написал сначала тетралогию из 4 романов о нем, значит, а потом написал отдельно роман, только о нем, «Патриарх» называется на русском языке. И за этот роман мне премию Шолохова дали. Это очень уважаемая премия, я очень горжусь этой премией. А потом, для того, чтобы массово читали, о Яковлеве небольшой повесть написал, еще на чувашском языке. Я готов о Яковлеве рассказывать день и ночь, о его политической деятельности, о его великих делах во имя возрождения чувашского народа. И что интересно, ведь он не только работал во имя возрождения чувашского народа, он работал для того, чтобы чуваши осознали себя, что они едины с Россией. Это тоже великое дело. Я это одобряю. Когда я впервые написал роман «Дорога на Москву», показываю великого нашего героя Буртаса, который возглавил отряды чуваш, татар, марийцев, мордвы. Эти отряды вошли в состав ополчения Минина и Пожарского. Это 1611-12 года. Да. Освобождение Москвы. Освобождение Москвы. Поляков. Мне говорят, одни говорят, не было такого героя, другие говорят, как это, чуваш может быть. Нет, мы учились у других народов. По сути, исторические романы были и до этого, но какие исторические романы? Это когда чуваши живут в землянке, там кур на избе, и всему учатся у других народов, а тут герой. Михаил Николаевич, мне кажется, что, видите, память народа, она коротка, и со сменой каждого поколения, то есть 30 лет проходит, новое поколение приходит. И мы каждый раз должны напоминать, каждый раз должны говорить о том. Вот мне кажется, в основе вот забывчивости народа. Ну, в этом виноваты все-таки, мне кажется, чиновники. Ну, почему этот роман «Дорога на Москву» еще, когда вышел на русском языке, значит, вся советское литературоведение сочла, что это среди 5 самых лучших романов, исторических романов. Журнал «Коммунист» писал в числе 5 самых лучших исторических романов. И Министерство просвещения Российской Федерации включило для обязательного чтения дома это роман. И до сих пор Министерство просвещения Чувашии этот роман не включает в число тех произведений, которые надо читать школьникам или обучаться. Да, программу вести учебную. Да, я удивляюсь, сколько раз я пытаюсь объяснить, если Министерство просвещения России включает, а у нас нет. Я в свое время написал, даже исследуя произведения, которые включены для изучения, такие слабые произведения в газете «Коммунизм Белаве» напечатано было в 3 номерах, моя статья, какие-то пересмотры были, но все равно этот роман мой не включен, до сих пор не включен. Вот я с ними говорю, объясняю, показываю, что это включено для изучения в школах Российской Федерации. Не знаю, почему это происходит. Или личная неприязнь, или непонимание значимости таких произведений. Ну, Михаил Николаевич, тут вопрос-то мы начали с того, что труды одного человека, они, конечно, хороши, но, как еще говорят, один с поля не воин, а вы, по-моему, как личность представляете весь чувашский мир, чувашский народ. Но учеников, вот последователей там, у вас, наверное, сколько тут поэтесс воспитывалось? И Сарби, да. И Юраду, Альбина там. Я ведь старался всегда помогать молодым, талантливым людям. И когда стал известным литератором в советском масштабе для Москвы, я старался за собой вести
более молодых литераторов. Ты прав, на произведении Сарби я помогал, знакомил с писателями, помогал, чтобы они включены были в планы издательства, и других многих писателей, которые некоторые потом меня предали. Но я горжусь, что вот впервые стихи Дмитрия Васильева были изданы при моей поддержке, с моим предисловием в журналах и в других книгах. И горжусь, что моими стараниями гениальные стихи великие чувашские поэтессы мне вошли в 200-томную библиотеку мировой литературы в переводе на русский язык. Такие вещи. Я всегда старался, чтобы вместе со мной были другие наши выдающиеся писатели, и о них знали во всем мире. А вот вы организатор Чувашского общественного культурного центра. По сути, вы еще в советский период начали заниматься, как бы вот это объединять чувашский мир, чувашские народы. Да, совершенно Они верно. же по всей России у нас, в диаспорах. Когда началась перестройка, меня, я из Батыревского района, соседняя Ульяновская область, Чувашка, много живут. Меня всегда интересовало. Мы еще в детстве ездили туда, на базары ездили, знакомились. Меня всегда беспокоило и волновало то, что вот за пределами Чувашской республики не изучают чувашскую культуру, не учатся чувашские дети на чувашском языке. И вот поэтому мы стали ездить за пределы Чувашской республики. Но чтобы туда ездить, что я, отдельный писатель, могу делать? Союз писателей, тогда Союз писателей, это поддерживаемая правительством организация была. Мы создали, объединение, комиссию по межнациональному общению, называется. Меня избрали председателем. Союз писателей имел 2 машины, 2 «Волги» тогда. Одна машина это бюро пропаганды литературы. И вот мы стали ездить за пределы Чувашской республики. Интересные были встречи, с собой мы возили книги. Толчком этому было письмо из одной деревни, жителей, большое чувашское село, оттуда вышли наши художники, очень интересные художники, что в сельской библиотеке нет ни одной чувашской книги. Тогда я обратился к писателям, и мы собрали очень много книг, и вот первая поездка отвезли эти книги, это деревню, это Буинский район. Ульяновский? Нет, Буинский район Татарстана. Это Буинский район. Да, с этого началось. И интересные поездки были с нами. Ездила тогда книгатура была, автобус книгатуры с книгами, что меня поражало. Даже проводим встречу, в селе, все село собирается, люди интересуются. И вот начинается продажа книг. Вроде целый автобус книг. Всего эти книги, количество этих книг хватило для 2 встреч только. Раскупали, буквально раскупали книги сразу. И такие интересные были еще встречи в одних местах. Тогда я часто печатался в «Правде». Меня знали, мы приезжали сразу в райком, заходили к первому секретарю райкома, он давал распоряжение, но бывали такие секретари райкома, которые не хотели нас признать. Помню, в Ульяновской области, в одном районе зашел, я, первому секретарю, и он говорит: мы вас не примем. Я говорю: почему? Мы не те чуваши. Ага, у нас разговор другой. Я говорю: нет, наоборот. Литературный язык основывается на диалекте южных чуваш. Именно Иван Яковлевич Яковлев начал свою работу в Симбирске, в Ульяновске, говорю. Нет, все равно говорит. И ладно, что ж. Не удалось убедить? Нет, не удалось. Я все равно думаю, большое чувашское село на берегу Волги. Поехали, председатель сельсовета не принимает, председатель колхоза не принимает, что делать? И мы в большой магазин.
хороший. И вот остановились, продажу книг начали, и я поднялся на крыльцо этого магазина, начал выступать, потом мы брали всегда с собой талантливых наших певцов, поэтов, поэты стихи читают, народ собрался, значит, смотрю, там с края стоит этот первый секретарь райкома, и вместе с ним два милиционера внимательно слушают. Значит, ну, встреча кончилась, и этот первый секретарь подходит ко мне и говорит: да, говорит, ничего, оказывается, опасного нет. А я думал, вы будете волновать народ. Это же интересно на самом деле. Николай Николаевич, а в какие это годы это было-то? Это было 86-87 годы. Господи, тогда в свой советский период какие волнения, какие там сомнения? Ну, тогда вот межнациональное, это слово национализм и национальная культура, это запрещалось даже произносить, это слово. И вот такие встречи были. И потом, изучая историю, я знал, что первая всечувашский съезд состоялся в 1917 году в Симбирске. Какие вопросы они поднимали, все это я знал. И мне хотелось, чтобы вот всех интересует, эту чувашскую интеллигенцию, которые живут за пределами республики, пригласить в Чебоксары, чтобы они видели Чебоксары, Чувашию, и созвать второй всечувашский съезд. В обкоме, в нашем чувашском обкоме, ну, и даже близко, на эту тему не начинается даже разговор. И мы смогли все-таки созвать первую всечувашскую конференцию. Ну, конференция съезд, это съезд выше, конференция ниже по уровню. И там собрались тоже очень интересные люди из разных областей, где чуваши живут. Представители обкома были, смотрят, ничего плохого в этом нет. И решили провести второй Всемирный съезд чувашского народа в 1989 году. Мы до этого, конечно, все планы сделали, что там будем обсуждать, какие темы, и какая-нибудь организация, и решили создать именно на этом съезде Всечувашский общественно-культурный центр. Именно для развития культуры, общенациональной культуры нашего народа. Издание книг предполагалось, и там же мы обсуждали создание общенациональной награды. В том числе самая высшая награда должна быть Всечувашская национальная премия имени Ивана Яковлевича Яковлева. Не государственная награда, а именно национальная награда. Когда мы этой наградой удостоили Гейдара Алиева, когда он приезжал, когда был первым заместителем председателя Совета министров СССР, приезжал в Чебоксары, оказал очень большую услугу Чувашской республике, очень большую. Финансовую, именно в финансовом плане. Вот он был на комбинате нашем, и женщины обратились: нет садиков, нет, нельзя оставить детей. А там работала почти половина женщин, городских женщин. И он выделил огромные деньги для того, чтобы построить детские сады, детские ясли в Чебоксарах. Вот такие факты. Тракторному заводу он помог. Достроить АГС помог он. И вот мы, учитывая все эти его заслуги, решили наградить его Всечувашской национальной премией имени Яковлева. Узнав об этом, он написал письмо, такие хорошие письма, и пригласил нас в гости. И очень говорит, вот эта награда, говорит, для меня выше, чем какая-нибудь государственная награда, потому что это национальная, это народная премия, общественная награда. Нас было 5 человек, он пригласил, мы жили 10 дней на его даче, всю республику. Утром просыпаемся, уже 2 машины стоят, мы ездили по всему Азербайджану, показывали. Потом он нас принял, более 4 часов встреча длилась. И там мы договорились, и там я ему рассказываю, вот вы были в Чебоксарах, но не смогли посетить улицу Низами. У нас такая вот улица есть. Да, говорит, я слышал, но вот не смог. Я говорю, там есть такая очень хорошая площадь, хотелось бы на площади поставить памятники Низами. Он тут же подзывает своего пресс-секретаря, говорит, договоритесь, чтобы завтра министр культуры принял наших гостей, пусть они там договорятся о том, чтобы какой памятник поставить Низами. И на самом деле буквально через 3 месяца памятник был готов.
и привезли, поставили памятник сами. Вот такие дела. Интересно, вот сейчас думаю, я вспоминаю обо всем. И вот эти дела, если он доброе дело задумал для народа, для республики, они сами собой иногда вот связаны, как будто вот кто-то притягивает людей к этому доброму делу. То есть возникают предпосылки и... Да, помощь само собой. Да. Само собой идет. У вас же еще выпускалась газета «Ужах», по-русски «Очаг». Да. Очаг, я так понимаю, что как бы, ну, понятие очага или понятие очаг для каждого народа, наверное, он имеет некую сакраментальную, не сколько тайну, а притягательную силу. Ведь очаг – это же жизнь. Да. А вот здесь ваша газета, вот «Ужах» или «Очаг» по-русски, он, наверное, также распространялся по всей России, по диаспорам. Вот создавали Чувашский общественно-культурный центр, тогда же думали не просто вот организация, она должна иметь свои печатные органы. Что вот мне очень было больно из-за того, что в те годы до перестройки чувашские газеты, которые издавались в Чебоксарах, не могли уходить за пределы республики. Вот до этого такого момента мы дошли. Для того, чтобы газеты выходили, чтобы чувашские газеты, выходящие в Чебоксары, выписывались где-то в Башкирии, газета должна была регистрироваться в Москве или в Министерстве печати России или в Министерстве печати СССР. Таких газет не было. Чувашские газеты, журналы, выходящие в Чебоксарах, не могли выписываться за пределами республики. И приходилось вам рассылать? И нет. Почтой? И именно учитывая это, мы решили создать всечувашскую национальную газету «Ужах». Это первое. Потом меня очень озабочило то, что в свое время была женская газета, женский журнал «Русская армия». Очень популярный журнал. У нас не было. Вот это женский журнал, мне хотелось. Не было для самых маленьких детей, журнал не был. И мы решили наши 3 издания. Газета «Ужах», женский журнал, «Пиге» назвали его, и этот для самых маленьких детей «Тете». И нас тогда поддержало Министерство печати, поддержали правительство. Значит, именно вот 3 издания, это наши издания Чувашского общественного культурного центра.